Наш эфир начнет брифинг о топливном обеспечении в Якутии. Предлагаем послушать. В целом ситуация по республике Саха-Якутия, ситуация топливным обеспечением остается напряженной. Особое внимание уделяем топливообеспечению Южной Якутии. Так, сегодня действуют там ограничения по бензинам и дизтопливу. По 92-му бензину до 9 тонн, по 95-му бензину до 27 тонн, по дизтопливу до 34 тонн. Данные ограничительные меры – это вынужденная мера, чтобы создать определенные запасы и обеспечить топливом экстренные меры. Буквально на днях мы должны получить подтверждение о новых отгрузках нефтепродуктов. Как мы получаем данную информацию, и мы предпримем меры по увеличению объемов суточного лимита реализации. В рамках принятых решений штаба по топливообеспечению сегодня обеспечивается розлив тары по отдельным топологиям блок сельского хозяйства, блоки транспорта, блока предпринимательства. Также в рамках работы оперативного штаба точечно принимаем это решение по топливообеспечению, например, по Колымской судоходной компании для организации Северного завоза. Ну а также были приняты решения по угольным разрезам, это по Сангарскому угольному разрезу и по акционерному обществу Төлен по 30 тонн. Это все решения приняты в целях обеспечения Северного завоза. В соответствии с поручением руководства республики были направлены во все и в адрес руководства страны соответствующие обращения, также на имя руководства «Газпромнефти», «Роснефти» об скорейшем отгрузке топлива в рамках Северного завоза. Данная работа, она продолжается, и эту ситуацию держим мы на постоянном контроле. Далее в эфире новости, в студии Дарья Кровенкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В ряде улусов Якутии введены временные лимиты на отпуск топлива, чтобы не допустить дефицита и обеспечить приоритетную поддержку сенокосной компании. В селе Барагунцы по программам формирования комфортной городской среды ключевым проектом стало благоустройство центральной площади имени Элигоя Тайона. В Москве на ВДНХ состоялся международный турнир по масс-рестлингу Кубок Единства. За победу боролись более 30 сильнейших спортсменов из разных регионов России. В Ивано-Батантайском районе Якутии из-за сильного дождевого паводка временно закрыто движение на участке автодороги Верхояне. Ограничения введены в районе поселка Подагая-Лыта для всех видов транспорта. По сообщению дороги Арктики, проезд будет возобновлен только после устранения последствий подтопления и восстановления безопасных дорожных условий. На паромной переправе на реке Линии из-за подъема воды возникли сложности. В Нижнем Бестяхе из-за 4 причалов затопило 2. При этом паромное сообщение не прерывалось, все рейсы выполняются. Как сообщают синоптики, на участке Тапага-Якутск-Ангалас отмечается выход воды на пойму и превышение неблагоприятных гидрологических отметок. В ближайшие сутки двое ожидается прохождение максимума дождевого паводка. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В ряде улусов в Якутии введены временные лимиты на отпуск топлива, чтобы не допустить дефицита и обеспечить приоритетную поддержку сенокосной компании. В Нюрбинском районе на июль выделено 30 тонн дизеля для выполнения плана по заготовке почти 30 тысяч тонн сена. На текущий момент хозяйством уже отпущено 9 тонн топлива. Оставшийся объем будет распределен до конца месяца. Вопрос обеспечения ГСМ находится на контроле Министерства по делам гражданской обороны и местных властей.
По спискам составила потребность на 2 месяца, да, июль-август месяц, то около 1000 тонн, 942 тонны вышло. Это считая всех хозяйств и лично подсобных хозяйств, и крестьянских фермерских хозяйств, и индивидуальных предпринимателей. Сейчас механизм работает у Саханефтегазбыта. Сейчас у нас суточный лимит в Саханефтегазбыте составляет 30 тонн для бензина, это для 95-го или 92-го, а дизельного топлива 200 литров. И по этому лимиту сейчас личные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели по этому лимиту сейчас получают. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции необходимым оснащением и снаряжением. Поддержка военнослужащих остается одним из приоритетных направлений. Отправка гуманитарной помощи ведется на постоянной основе. Так, завтра из Нерюнгри в опорный штаб будет направлен рейс с адресными посылками и гуманитарным грузом, а также 3 единицы техники для передачи якутским бойцам в зону военных действий. Работа по формированию и отправке поддержки военнослужащих продолжается в тесном взаимодействии с муниципалитетами, общественными организациями и добровольцами. С начала текущего года выполнено 36 рейсов по перевозке гуманитарных грузов. В рамках этих мероприятий перевезено 99 единиц транспортных средств. Кроме того, осуществлено около 173 тонн наземных перевозок гуманитарной помощи, включая адресные посылки военнослужащим. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются. В этом году во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД зафиксировано рекордное число абитуриентов из Якутии. Кандидаты, приехавшие на поступление вместе с семьями, уже успешно сдали вступительные испытания. Итоговые результаты зачисления станут известны 28 июня. Подробности в сюжете Тускуланы Гороховой-Кабельяновой. Во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России зафиксирован повышенный интерес со стороны абитуриентов из Якутии. Порядка 47 заявлений. Этот факт удивил не только приемную комиссию, но и весь состав института, таким образом вызвав заметный ажиотаж. Нынешний год стал рекордным для юридического института МВД во Владивостоке и Хабаровска. Если раньше конкурс из Якутии был точечным, 1-2 человека на курс в Владивостоке, то в этом году выросла в разы. Абитуриенты с севера буквально заполнили приемные комиссии. Нам очень приятно, что в этом году Республика Саха-Якутия такое пристальное внимание уделила нашему филиалу. На сегодняшний день мы очень сильно рассчитываем на то, что представители Республики Саха-Якутия станут нашими курсантами и, соответственно, дальше будем развивать обучение представителей вашего региона. В первом курсе юноши, будущие следователи и оперативники живут в благоустроенной казарме, находятся на полном государственном обеспечении. Стипендия стартует от 22 тысяч рублей и выше. Трижды в день горячее питание. Но главная золотая опция для северян – это оплачиваемый проезд раз в год. Ведь билет домой стоит недешево. Впервые в этом году мы набираем специалистов по программе подготовки среднего звена. Это специальность 400202, направленность образовательной программы, административная деятельность. Срок обучения 2 года 6 месяцев. Кружков у нас достаточно много. У нас курсанты занимаются регби, футболом, единоборствами, керлингом, стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия. Абитуриенты из Якутии едут не поодиночке, а целыми делегациями. И многие не с пустыми руками, а самыми родными мамами и папами. Родители не просто провожают, они вживаются в процесс. Пока ребята сдают нормативы, мамы и папы успели подружиться между собой, обменяться телефонами, вместе погулять по набережной и уже строят планы на будущее. Владивосток сам город очень красивый, хороший, приятный. Здесь климат приятный. Ну и школа полиции, там все предоставляется. И даже проезд, все остальное. И главное воспитание уже как мужчины будет, дисциплина будет у детей. И сразу заодно и образование, и стаж уже 5 лет, как уже работавшие. Физическая подготовка у всех мальчиков на ура. Сдали блестяще. Русский язык тоже позади. Осталось самое волнительное – 28 июня, когда вынесут окончательное заключение приемной комиссии. Здесь я познакомился с очень многими ребятами, все очень веселые, позитивные, спортивные. 18 июля мы сдали физподготовку.
все сдали хорошо, все были подготовлены. А сейчас остался наш русский язык. Я думаю, что этот институт очень хороший. Здесь есть все, казарма, и обеспечивает всех своих курсантов. А пока общая молитва и надежда, что заветные строчки приказа увидят все, чтобы эти парни, уже ставшие одной командой, и их дружные родители начали свою новую историю. Историю курсантов, следователей и оперативников, которые приехали с севера защищать Дальний Восток. Тускуана Горохова-Кабедянова, город Владивосток. В селе Барагунцы у Салданского улуса по программам формирования комфортной городской среды строят сразу 2 новых объекта. Ключевым проектом стало благоустройство центральной площади имени Легоя Таюна, на которое из федерального бюджета выделено 50 миллионов рублей. Сейчас там завершают монтаж каркаса теплого павильона. Параллельно на улице Николая Акаюмова подходит к концу строительство современной детской площадки рядом с многоквартирным домом. В данное время мы находимся на территории детской площадки многоквартирного жилого дома по улице Акаюмова, 73 в селе Барагунцы. Работы идут с опережением графика. В данное время работа завершена на 99%. В эти дни уже закончат и уже подписываем акты выполненных работ. Все работы выполнены качественно. Все мафы, опорно-ручное освещение, детское оборудование, все уже установлены. И надеемся, что этот объект станет для жителей местом притяжения и приятного времяпровождения. В Москве на ВДНХ состоялся международный турнир по масс-рестлингу «Кубок Единства». За победу боролись более 30 сильнейших спортсменов из разных регионов России и 5 зарубежных стран. Одной из самых многочисленных иностранных команд представила Монголия. На помост вышли 6 масс-рестлеров. Турнир прошел в рамках фестиваля неолимпийских видов спорта по 6 весовым категориям. Для гостей организовали мастер-класс, где каждый желающий мог попробовать свои силы в масс-рестлинге. Главным событием стали зрелищные поединки с участием чемпионов мира и Европы, а также победителей международных соревнований. Финальные схватки определили обладателей Кубка Единства. В основном, конечно, главенствовали московские спортсмены. Это и Дарья Салтыкова. Калужане себя хорошо проявили, чемпионка мира Анастасия Галкина. Также медали получил Кыргызстан и Туркменистан. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в дальнейших эфирах.